Два разных человека, разные характеры, привычки, обязанности в работе, но их объединяет общая любовь к библиотеке, книгам и читателям. Раиса и Лидия посвятили большую часть своей жизни профессии библиотекаря. 707. Мы смотрим вот так, последними цифрами. 707. Вот сразу уже легко и быстро находится, благодаря этому ключу. Раиса Таркоева каждый день перебирает картотеку. На какой полке и в каком ряду можно найти интересующую книгу, подскажет, даже не задумываясь. Ведь практически каждую из них аккуратно расставляла ее рука. Свою жизнь с хранилищем книг связала еще в 8 классе. Из-за тяжелого семейного положения ей пришлось искать работу. Посчастливилось устроиться в Датыхскую сельскую библиотеку. Кандидатур было много, но доверили ответственную должность комсомолке Раисе. В 1977 году окончила Грузинское культпросвет-училище, а после уже не представляла себя без любимого занятия, которое стало неотъемлемой частью ее жизни. Обслуживала читателей. Правда, там проезд такого не было, как на автобусе, верхом на лошади, то и пешком 18 километров. И приходилось даже с селения Мужичи, почта там поступала, книги из бибколлектора из Грозненского, посылки принимали оттуда, потом на автобусе привозили в Галашки, оттуда, может, на лошади, когда как, и может так на руках даже. В 1979 году после замужества и переезда в пригородный район с работой библиотекаря Раисе пришлось временно попрощаться. А через 5 лет семья переехала в Сунжу. Тогда она и трудоустроилась в республиканскую библиотеку. И вот уже 22 года посвящает себя читателям. Они все любят слово, любят книгу. И Рай им помогает, она им дает ключ к этим знаниям. Так что без Раи никак нельзя. Это наша золотая пчелка, которая кропотливо работает, кропотливо делится информацией с нашими читателями. Раиса не скрывает, новость о присвоении звания заслуженного деятеля культуры республики обрадовала и приятно удивила, но, признается, путь к нему был совсем нелегкий. Я обслуживала читателей, выполняла справки, расписывала статьи. По темам искала материал. Даже когда расписывала, какие запросы у меня идут, здесь университет был рядом, тогда и фонд тоже не так уж было, если честно. Многие у меня довольные читатели уходили, не знаю. Никогда не было так, поскольку я помню, чтобы что-то не находить, я отпускала отсюда у читателя. Я думаю, что я к этому пошла очень трудно, если честно. Таких поощрений вовсе не ждала и коллега Раиса, также удостоенная почетного звания. Лидия, как признаются коллеги, по натуре человек очень скромный и сдержанный, рассказывать о себе много не любит. Признается, работа кропотливая, но без нее себя уже не представляет. В этом маленьком кабинете она готовит летописи печати Ингушетии, собирает все статьи, опубликованные в регионе и за его пределами. Свою библиотечную деятельность я начала с 1983 года. Как пришла я в библиотеку? Наверное, из-за любви к книгам. И ни один день не пожалела. Центральную библиотечную систему Сунжинского района, где проработала 13 лет, Лидия Сичуева устроилась еще в 80-х годах. А в Национальную библиотеку перешла сразу после ее открытия в 1996 году. Коллеги не сомневаются, что труд Лидии ляжет в основу учебников по истории народа, ведь она записывает все, даже самые, казалось бы, незначительные факты и сведения об ингушах. Это очень важная работа. И Лида ее делает с усердием, с усидчивостью, свойственным, наверное, вот только ей одной. Это надо быть настолько трудолюбивым человеком, чтобы прямо не растрачивая себя на какие-то другие дела там, она прямо сидит с утра до вечера, делает. Новость о присвоении почетного статуса Раисии и Лидии стала настоящим праздником для коллег. Считают, что за неоценимый труд, вложенный ими в развитие библиотечной системы, они заслужили такой награды, как никто другой. И Лида, и Рая – это два человека, которые являются первоклассными специалистами, которые очень хорошо знают свою работу и с большим энтузиазмом свою работу делают.
естественно, когда ты видишь и работаешь в среде таких людей, ты сам загораешься, тебе интересно, несмотря на то, что у нас немножко разные профили работы, немножко разные направления, но всю ту базу, всю ту основу, которую я могу получить как библиотекарь, я могу перенять у этих людей. К тому же это люди, которые делают большой объем работы, но о которых мало слышно, их мало видно. Я желаю им и дальнейшего успеха. Очень надеюсь, что они долго будут нас радовать также своей плодотворной работой. Вы знаете, я хочу отметить, что они не только хорошие специалисты, они еще и порядочные люди, они очень хорошие люди. И именно поэтому нам еще радостнее, что их труд отметили вот таким образом. В этом году библиотеке исполнилось 20 лет, как ей присвоен статус национальной. Со дня ее открытия коллектив носит неоценимый вклад в развитие культуры и сохранение исторического наследия республики. А такие специалисты, как Лидия Цичуева и Раиса Картоева, доказывают это высокими показателями в своей работе.